является обязательным, если это обязательный пост, делать намерение ночью, то есть в любое время, начиная с вечера, после захода солнца до рассвета наступающего дня. Определив этот пост, то есть при намерении необходимо указать, какой это пост. Пост Рамадана, обет или искупление. И так для каждого дня. Для каждого дня поста в отдельности. И недостаточно сделать одно намерение на весь месяц Рамадан. Значит, является обязательным делать намерение ночью, накануне день поста, каждый вечер. С какого времени, по какое время можно делать намерение? С захода солнца до рассвета. И надо успеть делать намерение до рассвета. Поэтому получается, если азан услышал, он финик съел или глоток воды попил, он уже может делать намерение на следующий день. Некоторые ошибочно думают, что необходимо, чтобы делать намерение, ночью проснуться перед рассветом, покушать и тогда только делать намерение. Это неправильно. Сахур, или как еще говорят сахур? Нет, у вас. Темчит. Сунна делать. И не обязательно только во время сахур делается намерение. Можно сразу после захода солнца, заслать солнце, что означает? Наступит следующий день. Ночь его и день. Значит, он делает намерение держать пост следующего дня. И также, если он сразу не сделал, но в течение вечера, успеть надо до рассвета. Поэтому не надо и не нужно оставлять намерение на сахур, пока не проснешься. Некоторые говорят, я сегодня не держу, я вчера не проснулся. А почему? Он говорит, я не проснулся и не делал намерение. А мог бы делать с вечера намерение, но потом будильник поставил, если он хочет вставать попозднее, чтобы покушать и попить воду. И потом встал, это сунна является. Пророк рекомендовал это делать, но это не является фардом. Намерение делается в течение всего вечера. Когда мы делаем намерение, мы должны определить, что мы держим, какого поста. Значит, он сердцем, когда мы говорим намерение, значит место намерения в сердце. Языком не обязательно. Если только языком и в сердце не было, этого недостаточно. Можно языком, но главное, чтобы она возникла в сердце. Можно ничего не говорить языком, но главное, чтобы она возникла в сердце. Он, например, определяет, я намерился держать пост завтрашнего дня месяца Рамадана этого года. То есть не старый долг он закрывает. Он определяет, что этот год держит пост месяца Рамадан. Или если это у него не в месяц Рамадан, а в обычные дни, у него обет. Он сказал, если родится у меня сын, даю обет ради Аллаха держать пост 3 дня. Значит, стал обязанным держать пост этих 3 дня. Если это обет, он определяет, что это обет. Если это долг, когда-то он не держал пост по причине путешествия или болезни, значит, он определяет, что он обязательный пост держит, долг закрывает свой долг. И так далее. Да. В день поста человек обязан воздержаться от всего, что нарушает пост. То есть от полового акта, во влагалище или задний проход человека или кого-то другого. Пост нарушается, если человек сделал это сознательно, помня, что он держит пост, зная, что это запрещено по своему выбору. При этом пост нарушается и у того, кто совершал половой акт, и у того, с кем он был совершен. Значит, теперь мы приступили к вопросам, от которых нужно воздержаться в день поста. Поэтому было сказано, в день поста мусульманин обязан воздержаться от всего, что нарушает пост. И первое, что он сказал, половой акт. И без разницы, во влагалище или задний проход. Это нарушает пост, но здесь
есть три условия. Зная, помня, по своему выбору. Если человек не знает, что совершение полового акта нарушает пост, что это харам в день поста, и это сделал, его пост не нарушается. Если человек не помнит, что он держит пост, по забывчивости, забыл, что он держит пост, и что сегодня держит пост, и совершил половой акт, то не нарушается. И по своему выбору, то есть нарочно он это сделал. Если, грубый пример, если женщину изнасиловали в день поста, то она без, скажите, я скажу, без собственного выбора, то есть она не выбрала это ее заставили, то это не нарушает пост. То есть если человека заставили делать, то он не по его выбору это было сделано. Если он забыл о том, что держит пост и по забывчивости совершил половой акт, также не нарушается. Также не нарушается, если он не знает, что во время поста нельзя совершать половой акт. Значит, от полового акта нужно воздержаться. И без разницы, даже если это с женой, и он, и она, у них нарушается их пост. Дальше. А также обязательно воздержаться от анонизма. Это вызывание семяизвержения. Не по причине полового акта, а, например, рукой. Несмотря на то, было ли это совершено своей рукой, рукой жены или не жены. Пост нарушается, если человек сделал это сознательно, помня, что он держит пост, зная, что это запрещено по своему выбору. Значит, если человек сделал так, что вызвал выделение мани, выделение спермы, или это собственной рукой, или чужими руками, без разницы, если было выделение, это нарушает пост. Опять же, те же условия, если он знает, помнит, и по своей воле, по собственному выбору он это сделал. Если заставили, не нарушает. Если забыл, что это держит пост, не нарушает. И если не знает, что это нарушает пост, то это не нарушает. Также есть, здесь о нем не было сказано, случай, когда тоже нарушается пост, если он, например, в постели с женой без одежды находился, и это являлось причиной выделения мани, это тоже нарушает. Если без одежды, без изолятора. И получилось так, что выделение мани произошло, значит это нарушает пост. В отличие от того, если в одежде и произошло выделение, это не нарушает. Дальше. А также обязательно воздержаться от вызывания рвоты, как, например, введя палец внутрь, зная, что это запрещено, помня, что держит пост, и делая это по своему выбору. Это нарушает пост, то есть, если рвота дошла до места выхода буквы Х, даже если человек после этого ничего не проглотил. Значит, вызывание рвоты нарушает пост. Как это понять? Бывает, человек палец или что-нибудь такое, перья делает или что-нибудь мягкое, чтобы вызвал рвота. В день поста это нарушает пост. Даже если слюну, которая сменилась или помешалась с этой рвотой, не глотнули ее, все равно это нарушает пост. Почему? Потому что он сам вызвал. Опять же, три условия остаются. Зная, помня, что держит пост, зная, что это запрещено, это нарушает пост. Помня, что он держит пост, и по своей воле. Если кто-то силой заставил его, или кто-то чужой поставил свой палец, и от этого рвота, то это не нарушается его пост. Бывает рвота,
которые не по своей воле. Плохо, что-то ел вечером, и эта рвота не самовольно, или как там, непроизвольно возникла. То когда не нарушается, если он обратно ничего не глотнул из этой рвоты. То есть непроизвольно возникла рвота. Что он делает? Он идет, рот полоскает, все выплевывает и дальше держит пост. Не нарушится его пост. Но если после того, как непроизвольная рвота вышла, слюна его, которая смешалась, уже пачканная наджаса, потому что рвота это нечистоты. Слюна его, которая запачкалась наджасой, рвотой, он ее обратно глотнул, то это нарушает пост. Здесь до какого, мы говорили, вызывает рвота и рвота нарушает пост. Если эта рвота дошла до того места, где мы произносим букву Х. Самая глубокая это самая глубокая буква. Но есть позже, есть Х, еще позже Х. Если дошло до буквы Х, эта рвота, то если он ее вызвал и дошло до этого, нарушится. Если непроизвольно вышло, он не имеет права глотнуть обратно, должен выплевывать, полоскать рот, и тогда может продолжать поститься. Понятно? Буква Х. То место, откуда выходит буква Х, вот где-то приблизительно там, если рвота дошло до туда, если она вызвана, он сам вызвал, нарушается пост автоматически. Если непроизвольно это произошло, получается, он должен эту рвоту выплевывать, полоскать рот и дальше держать пост. Да.